Станислав Анатольевич, добрый день. Чему посвящена ваша встреча сегодняшняя с Александром Сергеевичем? Добрый день. Ну, сегодня была такая встреча, на которой обсуждались вопросы такого, я бы сказал, гуманитарного, что ли, характера. Ну вот, недалеко то время, когда будет исполняться 400 лет со дня основания города Якутска и со дня вхождения Якутии в состав России. Это такая дата, которая важна не только для нас, потому что вот основание города Якутска, если хотите, это рубежная дата для вхождения в состав России всего нашего Дальнего Востока. Потому что Якутск с самого первого дня своего основания стал уже таким центром, от которого отправлялись экспедиции и научно-исследовательского характера, значит, экспедиции исследовательские, с целью открытия новых земель, с целью описания их, присоединения и так далее. Ну, в том же самом 1632 году, после основания Якутска, уже сплавлялись по заданию якутского воеводы группы казаков, значит, вместе с местным населением вниз, для того, чтобы исследовать низовья Лены, значит, для того, чтобы исследовать берега. То есть, будем говорить, я напомню, что все такие наиболее значимые экспедиции, они отправлялись из Якутска. Вот, пожалуйста, Семен Дежнев, который открыл и присоединил к России, ну, современную Чукотку, скажем так. Экспедиции, которые отправлялись даже на Курильские острова, это были якутские казаки, которые первые посетили Курильские острова. Экспедиции на Камчатку, экспедиции, значит, Пояркова, Хабарова, туда, на юг Дальнего Востока, присоединение Амурского края, значит, присоединение, значит, впоследствии там, Приморского края. Ну, даже сам Петр Бекетов, который основал Якутск, он же основал впоследствии Читу. То есть вот сам город Якутск, самый главный такой центр, операционный центр, из которого расходились все экспедиции и так далее. Благодаря этому, собственно говоря, такая огромная территория северо-востока Евразийского континента вошла в состав России. Благодаря этому вот это сегодня наша Родина. Но в этой истории есть свои памятные вехи. И вот одна из них – это вторая Камчатская экспедиция, которая была организована в 1733 году, длилась 10 лет, которую возглавлял знаменитый Витус Беринг, в честь которого Берингово море сейчас названо и так далее, и так далее. И вот мы как-то так не обращаем особого внимания, значит, а на самом деле это была грандиозная такая экспедиция, как по масштабам, потому что тогда исследовалось не только восток России, Камчатка, Чукотка там, и так далее, но исследовался весь север, на побережье Ледовитого океана. Экспедиции из Якутска отправлялись и, значит, на устье Оленька и дальше, значит, и такие имена, как Пранчищево и так далее, все это связано. А сам Беринг находился 3 года, значит, жил в городе Якутске, потому что он был главным организатором всей этой огромной экспедиции. Это было огромное предприятие по масштабам того времени, грандиозное. Значит, а по результатам это примерно сродни тому, как Колумб открыл Америку. Но чем он там занимался? Ну, конечно, всякими организационными вопросами. И в том числе была большая проблема, как добраться по восточным морям, ну, предположим, до Камчатки, до Чукотки, до Аляски, до Алиутских островов и так далее, все, что раньше там входило в состав нашего великого государства. И тогда главный форпост был, это город Охотск на берегу Охотского моря. И в 1731 году был создан специальный императорский указ о создании вот нашего Тихоокеанского флота с центром в Охотске. Но в Охотске надо было и строить корабли, не привезешь их из Санкт-Петербурга. И поэтому для того, чтобы строить корабли, необходимо было туда перевозить оснастку, всевозможные канаты, паруса и так далее, в том числе и металлические изделия. А металл в то время добывался на Урале, и стал вопрос, а где взять металл. И тогда было принято решение о создании железоделательного завода у нас в Якутии. И, значит, вот сейчас в Хавтагальском наследии Меганголовского Луца он был и создан, этот завод. И я должен сказать, что он успешно работал, снабжал и Камчатскую экспедицию, и Якутию металлическими изделиями. И вот сам по себе факт создания этого завода, это, знаете, мероприятие совершенно неординарное.
потому что на Вечном и Злате создали настоящее металлургическое производство. И второе, там используются технологии как самые передовые, и для этой цели привезли специалистов с Урала, но и технологии, которые использовал народ Саха традиционно для выплавки металла. Ведь мы должны понимать, что выплавка металла, кузнечное изготовление металлических изделий – это конек, если хотите, тюркских народов, народа Саха, которые с собой из глубокой древности принесли. То есть симбиоз технологий там был. И, по сути дела, это самое первое горнодобывающее и самое первое металлургическое предприятие на всем огромном российском Дальнем Востоке. Ну и, конечно, вот история создания этого предприятия, значит, какие-то мероприятия, связанные с этой историей, они должны, конечно, войти в план мероприятий нашей республики по подготовке к 400-летию города Якутска и вхождения Якутии в состав России. Ну, Арсений Сергеевич абсолютно хорошо владеет этой темой. Ну, вот мы сегодня обсуждали конкретные вопросы, как это сделать, как поэтапно, значит, кто там должен участвовать на федеральном уровне, не только на республиканском. Ну и второй вопрос, который мы пообсуждали, это о том, что в республике есть такое, знаете, одна из визитных карточек, это наша археология, и мы тут добились выдающего успеха в свое время. У нас и стоянки древних людей, допустим, всем известный Дерин-Кюрях, и Дегтярская пещера, это все относится к палеолиту. И мы сегодня уже, ну, абсолютно, что ли, достоверный факт о том, что люди передвигались именно из Якутии и заселили Америку, и американские индейцы имеют корни здесь у нас. У нас есть абсолютно уникальная неолитийская культура и так далее. И этот вот багаж, потенциал, во-первых, надо актуализировать и по некоторым направлениям усилить археологическую работу, а с другой стороны, так использовать его для того, чтобы это стало и визитной карточкой республики, и использовать в креативных целях, и вот то, что у нас сейчас развивается и киноиндустрия, значит, и другие отрасли креативной индустрии, как-то так, чтобы это стало, ну, еще и коммерциализировалось, значит, скажем так. Вот эту тему мы обсуждали, я думаю, здесь есть возможности, поэтому такая вот беседа у нас состоялась.